Теперь поговорим о паллиативной помощи. Что это такое? Паллиативная помощь – это облегчение страданий неизлечимо больных. В такой помощи в коме нуждаются почти 2000 человек. Но если верить цифрам Минздрава, лишь треть может получить такую помощь в стационарах. Остальные находятся под присмотром родственников или живут в специализированных интернатах. Виктория Палкина узнала, каково жить, зная, сколько тебе осталось. Галина Павлюк все свои диагнозы знает наизусть. Вот только говорить про болячки не любит. Здесь ее называют не только самой дисциплинированной, но и самой веселой пациенткой. Именно чувство юмора и позитивный настрой помогают женщине справиться с недугом. Ой, праздники у нас вообще. Тут гармонист какой приходит. Как натанцуемся, мамочки милые, да частушек напоемся. Подружка моя, иди одевайся, а я с вилы постою, ты не обижайся. В отделении сестринского ухода Галина Павлюк попала недавно. В Воркуту жительница украинского Донецка приехала в 90-х. Успела и на железной дороге поработать, и на заполярном заводе. Дети выросли и вернулись обратно. Тогда-то одинокая женщина и оказалась на больничной койке. Девчонки все хорошие, они обижают нас. Что попросишь, пожалуйста. Вечером тоже ночная смена. Бывает прихватить то сердечко, то что-то заболеть. Подойдешь в любое время. Вот, так что не обижают нас. Альбина Яблонская из далекого сибирского Омска невеселую старость тоже встречает здесь, в отделении сестринского ухода в Аргашорской больнице. Женщина твердо намерена вернуться домой. В Заполярье у нее нет ни одного близкого человека. Я хочу к себе домой поехать, где я родилась. У меня там брат живет, с женой, у него дети уже взрослые. Я хочу к нему. Большинство пациентов отделения сестринского ухода – одинокие люди. Половина из них еще и лежачие. От беспомощных больных родственники просто отвернулись. Сегодня за ними ухаживают сотрудники больницы. Находить силы пережить боль и отчаяние помогают и заполярные священнослужители. Прямо в палатах идут службы и даже церковные обряды. Не хватает людям доброго, простого слова и просто обычного человеческого общения. Поэтому мы просто общаемся с ними совершенно на разные, не обязательно духовные темы. Просто несем им живое, доброе слово общения. За 14 лет отделение сестринского ухода пережило переезд и капитальный ремонт. В этом году удалось увеличить количество мест с 40 до 50. Но даже это не покрывает все необходимости. Сейчас здесь готовят документы на открытие еще 10 паллиативных коек. Пока же отделение больше работает как дом ветеранов. Они не ходячие, не требуют постоянного постороннего ухода. И основная масса их, они все без родственников, без возможности кто-либо им чтобы помог. Потому что таких людей оставлять на дому, они просто-напросто погибнут. И погибнут страшной смертью, они погибнут от голода. При Кайгородской районной больнице тоже работает отделение сестринского ухода. Еще несколько лет назад таких было 3. Специализированную помощь получают не только жители муниципалитета, но и соседнего Сысольского района. По словам главного врача, для всех желающих мест не хватает, но о расширении здесь не говорят. И все же паллиативную помощь развивают как могут. Обучают, к примеру, специалистов. Фундаментальных медицинских знаний просто недостаточно. Для того, чтобы оказывать паллиативную помощь, медицинский работник, средний и врач должны быть обучены по этому виду медицинской помощи отдельно. Кроме того, что это достаточно новое развитие в медицине, направлено на улучшение качества жизни тяжелых больных, и там достаточно много нового появилось, это, я считаю, очень адекватно, и мы в ЦРБ стараемся развить этот вид помощи, улучшить качество жизни пациентов и, кроме того, улучшить качество жизни их родственников. Паллиативная медицина направлена прежде всего на улучшение качества жизни неизлечимо больных людей. В Коме об этом направлении всерьез заговорили совсем недавно. И началось все, как ни печально, с педиатрии. По статистике, в республике больше 200 детей неизлечимо больны. Из них онкологические заболевания всего у 7%. Большинство же – это врожденные и генетические пороки. Сегодня специализированные центры для таких пациентов есть лишь в нескольких крупных регионах страны. По мнению наших врачей, открывать такое учреждение у нас нет смысла. А вот создавать выездные бригады, чтобы облегчать страдания детей, которые находятся дома, вполне подходящий вариант. Это наиболее, благоприятный и для родителей, у которых эти дети, потому что все-таки на дому оказывать помощь намного и психологически легче, чем в стационаре.
Поэтому стационарная помощь оказывается, на любой специализированной койке может оказаться ребенок с паллиативными видами помощи. Необходимо это продолжать развивать и выездными бригадами. 3 паллиативные койки в главной детской лечебнице Коми открыли в прошлом году. Для этого специально обучили медиков. Такую помощь также оказывают врачи Воркуты и Ухты. Но этого явно недостаточно. Паллиативная помощь – это не только медицинское и лекарственное обеспечение неизлечимо больных детей, но и психологическая, социальная поддержка и даже содействие в решении юридических вопросов. Зачастую семьи, которые сталкиваются с такими заболеваниями, решить проблемы сами не могут. Даже врачи признают, им это направление дается нелегко. Конечно, у нас есть сложности. Это и какое лечение подобрать, даже то, как разговаривать с родителями, когда мы им должны сообщить, что их ребенок нуждается в оказании паллиативной помощи. То есть фактически мы говорим, что ваш ребенок практически никогда не поправится. На всю страну сегодня есть лишь 2 детских хосписа, и о строительстве новых пока речи не идет. Поэтому, говорят эксперты, и регионы должны готовить свои кадры для этого еще нового направления в медицине. Сейчас наши вузы специалистов, способных оказать паллиативную помощь детям, не выпускают. У нас не преподаются в институте и потом уже на постдипломном образовании в педиатрии вопросы паллиативной помощи детской. Несмотря на то, что в мире уже 30 лет эта область развивается, и она уже существует в виде отдельной специальности. И поэтому люди не представляют, что это такое. Сложный и долгий процесс получения лицензии тормозит в Коми развитие паллиативной медицины, уверены эксперты. Официальные койки для тяжелобольных пациентов открыты далеко не везде. А статус хосписа и вовсе есть лишь у одного отделения в Уктыльской больнице. О создании такого, но уже крупного специализированного центра говорят не только медики, но и общественники республики. Пока же этот вопрос остается открытым. Для регионального Минздрава это, пожалуй, далекая перспектива. Виктория Палкина, Ирина Шумихина, Кирилл Нифонтов о неоднозначных итогах в неравном противостоянии человека и неизбежности.